Что вы знаете о медалях Кадыровых? Когда-то медали и ордена были как итог долгого пути. Учились годами, работали ночами, рисковали своей жизнью. И инженеры строили, врачи спасали, солдаты возвращались с войны, и только потом, и то иногда, они получали награду. А сегодня награды, кажется, выдаются по семейному абонементу. Посмотрите, как это выглядит. Один человек, и на нем столько орденов. Будто он в одиночку выиграл все войны, вылечил все болезни и построил всю страну. А рядом стоят родственники, тоже при медалях. И такой вопрос задается. За что? За выносливость, наверное, в фотосессиях. Или за особые достижения в разрезании ленточек. Или, может быть, за мастерство в ношении погон. Раньше ордена – это была история. За каждой наградой стоял подвиг, труд или жертва. Сегодня это просто аксессуар, как часы, только дороже и блестит сильнее. Самое смешное – это инфляция подвига. Когда орденов слишком много, они перестают что-то значить. Или когда их раздают себе и своим, это уже не награда, а пародия на награду. И в этот момент становится немного грустно. Где-то есть люди, которые действительно учились, трудились и рисковали, но без камер, без кортежей или без золотых коробочек. Медали не делают человека великим. Они просто громко звенят, когда внутри пусто. Наоборот, человек должен быть достоин медали. И чем громче звенят чужие медали, тем тише слышен настоящий подвиг. Это как ходячая витрина ювелирного магазина «Подвиг». Причем витрина такая семейная. Ордена себе, ордена детям, ордена родственникам. Подвиг не нуждается в рекламе. Честь не требует витрины. Когда такие отморозки награждают самих себя, это уже не история про заслуги. Это диагноз.